«Газпром» Межрегионгаз Назрань предлагает жителям альтернативные способы оплаты за поставляемый газ. Жаридат Халухоева с подробностями. Прийти в офис обслуживания и лично произвести оплату за потребляемый ресурс. Для Магомеда Алздоева это лучший способ не копить задолженности за газ. В территориальный участок он приходит каждый месяц. Оплата за газ производится 10 числа месяца, следующего за расчетом. Способов, как это лучше сделать, достаточно. На тех же территориальных участках, через терминалы приема платежей Сбербанка или же в отделениях Почты России и любого банка при наличии квитанции для оплаты. Хотел бы проинформировать наше население, чтобы они не выдавали именно наличные деньги контролерам нашей организации. Помимо оплаты также существует именно передача показаний. Передача показаний прибора учета тоже ведется ежемесячно, не позднее последнего дня расчетного месяца. Как я упомянул выше, можно передавать и через личный кабинет. Помимо этого показания можно указывать последние показания в квитанции по его оплате. Минимум комиссии и очередей и максимум комфорта для потребителя. Работа «Газпром» Межрегионгаза направлена именно на такой формат обслуживания. Для удобства жителей здесь разработали услугу «Личный кабинет», с помощью которой можно без особого труда контролировать свой лицевой счет, а также оплачивать потребление газа, не выходя из дома. Лицевой счет, их может быть несколько подвязано. На странице лицевого счета выбранного видно долг, видны показания и последние оплаты, платежи. К примеру, вот второй лицевой счет. Их может быть несколько. Человек может оплачивать и свой, контролировать, а также контролировать лицевой счет именно или пожилых родителей, которые живут отдельно, или других родственников, которые там в отъезде. У цифрового коммунального счета масса преимуществ. Одно из них – то, что для контроля расхода газа не нужно стоять в очередях и сохранять квитанции оплаты. Все, что нужно гражданам, иметь под рукой электронный гаджет, компьютер или телефон, проверить остаток и погасить задолженность. Также вот наглядный пример. Здесь есть напоминание, то, что вот срок проверки, например, счетчика, он уже истекает или истек. Это тоже очень удобно. Проверяешь показания, делаешь оплату. Если все нормально, тебе уже заходить сюда в участок не надо. Но в любом случае, раз в несколько месяцев необходимо взять, прийти, все проверить, уточнить, сверить и взять, например, расчетный лист с подписью начальника отдела. Оплатить счет можно различными способами – банковской картой, переводом или электронными кошельками. Однако бывает такое, что человек не владеет смартфоном и компьютером или не имеет доступа в интернет. Сотрудники «Газпрома» учли и это, предоставив еще более легкий способ ведения лицевого счета. У нас существует номер телефона, по которому можно в виде СМС, также в различных мессенджерах, как WhatsApp, Telegram и Viber, передавать свои показания. То есть абонент указывает свой платежный документ, номер своего лицевого счета и указывает свои последние показания. Номер абонента, именно номер телефона 8964 059 0404. С каждым годом число жителей, переходящих на цифровые платежи, увеличивается. Онлайн-запись на прием к врачу, консультация в банке, не выходя из дома, а теперь мгновенная оплата ЖКХ. Эти услуги позволяют жителям контролировать не только свой бюджет, но и экономить драгоценное время. Много раз призывали к этому и Амирхана Плиева, но старое и доброе для него все так же остается намного ближе. Ежемесячно прихожу именно сюда, в газовую службу, прихожу. Затем отсюда уезжаю, за свет плачу, а потом еду, ежемесячно также плачу. У нас есть мусор, за мусор, вывоз мусора. Там получаю. Вот 3 точки, где я ежемесячно, регулярно 20 числах хожу, плачу деньги за коммунальные услуги. В офисах услуг, в отделениях Почты России или же через личный кабинет. Как вы будете платить, неважно. Главное, как призывают в ведомстве, не копить задолженности и производить платеж вовремя. Жаридат Халухоева, Мербек Мержоев, Новости 24.